В его удивительной коллекции самоделок есть и вовсе уникальные экземпляры, даже те, что в руке не умещаются. Порой, чтобы быть быстрее и точнее, приходится дорабатывать эти мини-машины прямо на месте. У большинства изделий нет названий, основные модели созданы по прототипу, но назвать их аналогом язык не повернется. Это прототип микроскопа в полную величину. Здесь главным нужно было сделать уже дизайн больше, нежели какие-то функциональные особенности. Но также поворачивается функционально, он получается рабочий конструктив, и полностью разборный. Казалось бы, ничего необычного, копия, да и только. Сам Айдар Минеев это слово не любит. Если картина срисована, это не значит, что она не настоящая. Прототип – это опытный образец какого-то изделия, чтобы испытать его перед массовым выпуском на производство, ограничить брак и затраты на средства. Мы изготавливали прототип подводной камеры. Надо было изготовить поддержку, то есть ножки подводной камеры. Это свободный дизайн. Это самое, я думаю, сложное было, что нужно было сделать. На чемпионате он тоже делал прототип, но и у него есть свои задачи. За 22 часа успеть качественно вырезать из дерева образец подводной камеры. Задание в творческих категориях, а еще на скорость и правильность. Изделие должно было соответствовать заданным параметрам. Это условия соревнований. Сам Айдар поставил себе иные – сделать невозможное и победить себя. И он победил. It goes to Айдар Минеев, Russia! Непередаваемое чувство – это чувство гордости и счастья, гордости за страну и то, что Россия диктует свои стандарты на мировом уровне. Конечно, прототип обязан быть функциональным, но не только. Один из критериев оценки – дизайнерское решение. Помогло детское хобби – резьба по дереву, а еще поддержка. Когда сомневался, он знал, кому звонить. Ему не спится звонить ночью. И приходилось нам и ночью его настраивать, чтобы беспокойство снять. Моменты такие были. А потом уже звонили ему. Журналисты и работодатели предлагали изготавливать прототипы на промышленном производстве и даже модели часов. Но временем Айдар распорядился иначе. После золота он вернулся в родной техникум обычным парнем, чтобы заразить публику необычными идеями. Начинается новый этап подготовки к чемпионату WorldSkills следующему. И количество ребят, которые заинтересовались именно для участия в новом этапе чемпионата, очень достаточно выросло. Айдар, как студент, он очень скромный. Когда его наградили, мы с ним созванивались, и он мне сказал, что Эльмира Таксиновна, я же вам обещал, что мы выиграем. Мы действительно выиграли. Молодой изобретатель уверен, совсем скоро многие наши проблемы научатся решать программы. Вернее, это мы их научим. Детально разбираться и разбирать на детали. Привычка с детства. Если не работало, он чинил. Если работало, он ломал, чтобы понять, как работает. Он всегда любил что-то изобретать с маленьких лет. С самых маленьких еще не умел ходить, ползал. Сидел на полу и всегда изобретал. Батарейки подсоединял к проводам. Самое любимое занятие – это из машинку разобрать, вставить туда свои детали, запустить, чтобы она ездила, чтобы что-то там мигало. То есть любая новая машинка, она разбиралась всегда. В семье Минеевых, впрочем, гордятся не только младшим сыном. Успехи старшего брата, который победил на чемпионате Европы в Будапеште 2018-го, и вдохновили Айдара. Об этом он напомнил и на церемонии награждения. Победитель получил награду из рук президента и даже попросил слова, чтобы высказать благодарность своим наставникам. Для дальнейшего профессионального роста очень здорово, что молодые профессионалы могут использовать свой накопленный опыт на производствах. Диляра Юсупова, Андрей Ключников, 7 дней. Все выпуски программы «7 дней» смотрите на YouTube-канале ТНВ.